Dobry dzień, sława Jezusu Chrystu, albo pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieczne. Amen. Дорогі гості, сердечно вітаю усіх вас, усіх, хто прийде на сьогоднішній концерт у межах сьогоднішнього фестивалю або фестиваля органної музики. І сьогодні перед вами виступить таке чудове, не часто можна зустріти таке тріо. Об этом коллективе, об этом ансамбле, не ведаю, сказать лишь. Зараз мне такие слова сам, скажем, мастерский керівник этого фестиваля, якому я передаю в эфир. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами услышим музыку композиторов, все из которых еще живы. Очень редко можно услышать академический концерт из живых композиторов, как правило, только какой-то попсу, а вот нашему самому взрослому композитору, которого мы будем сегодня исполнять, исполнилось 90 лет. Это Арво Пярт, и во всем мире празднуют его 90-летие. Очень известный и важный композитор, и мы сыграем сегодня 3 его произведения в нашей программе. Некоторые из вас были здесь и, возможно, знают про этот инструмент, но тем, кто здесь впервые оказался, я бы хотел рассказать, что это уникальный орган, хотя каждый орган Беларуси уникален. Они все построены один раз, нет в мире 2 одинаковых органов, но для белорусских земель этот инструмент уникален тем, что это единственный барочный орган, на котором можно услышать концерты академической музыки. В Беларуси около 20 инструментов сохранилось от эпохи барокко, разной степени сохранности, но вот до концертного состояния доведен только этот инструмент. При этом в этом инструменте содержатся трубы, можно так аккуратно предполагать, примерно 1730 года. И, наверное, это вообще самый старый музыкальный инструмент, который издает звуки на территории Беларуси. Вот что касается нескольких сотен труб, которые были использованы для постройки этого органа. Сам инструмент, фасад, который вы видите, был построен между 1760 и 1780 годом. А вот выключатели беленькие, они расположены уже на новой достроенной стене к этому органу, то есть сам корпус 1760-80 года, а после пожара в конце XIX века инструмент был капитально перестроен. Он был расширен, к нему был добавлен задний объем, и, например, отсюда вы можете видеть дощечатую стенку. Это достроенный объем к этому инструменту, но при этой перестройке инструмент сохранил свою барочную аутентику. Трубы остались XVIII века, и принцип формирования этого инструмента точно такой же. Инструмент по органным меркам очень рудиментарный. На этом инструменте за эти 2 года проведения фестиваля ни разу не исполнялась музыка, которая была бы младше XIX века. Просто потому, что на нем нецелесообразно исполнять органную музыку. Уже в XIX веке органы строили по-другому, и музыка не подходит. И вот порядка 30 концертов здесь прошло с позапрошлого года. Ни на одном из них не звучала современная музыка. И музыка эпохи романтизма, наверное, никогда на нем не будет исполняться адекватно. И это натолкнуло нас на мысль попробовать этот инструмент с ультрасовременной академической музыкой. Как барочные регистры проявят себя в музыкальных пластах, которые уже лишены какой-то стилистики, барочной или романтической. А до середины 20 века вся органная музыка была, распределена или на барокко, или романтизм. Только во второй половине 20 века началась полистилистика. Поэтому сегодняшний концерт для этого инструмента — это первый концерт, когда на нем исполняется академическая музыка 20 и 21 века. И темброво к нему мы выбрали 2 инструмента. Это скрипка, наверное, после трубы это наилучшее сочетание с органом. Что касается современной музыки, то, наверное, скрипка лучше всего. И вот уникальный инструмент, около которого стоит наш гость Артем, это терминвокс.
новый инструмент, ему всего лишь 106 лет, изобретен Львом Пермёном. Надо отметить, что в 20 веке изобреталось много инструментов электронных. Ну, вот Terminvox, пожалуй, будет самым известным. Среди них у него две антенны. Одна антенна управляет высотностью звука, вторая — силой звука. Есть регулировка тембров. И для Terminvox написано очень мало академической музыки. И если посмотреть, как используется Terminvox на академических концертах, то, как правило, его вставляют вместо голоса или вместо скрипки, что, на мой взгляд, будет не очень актуально, потому что если произведение написано для голоса и скрипки, надо его для него исполнять. Поэтому мы поставили себе задачу найти музыку, которая специально была написана для такого состава. Ее написано прям очень мало. И, значит, вот Арво Пярт ничего не написал, мы исполним 3 произведения, в которых Terminvox будет молчать. Мы исполним произведение ныне живущей белорусской композиторки Виктории Спариш «Расцветание» для органа и Terminvox, которая исполнялась всего в Беларуси 2 раза, я полагаю, за все время создания этого произведения, но вот это будет 3-й раз. Да, сразу стоит оговориться, что такой проект для Беларуси не первый. В 2017 году такой проект собрала Ольга Подгайская, белорусская композиторка и органистка, и Артем вот участвовал в этом проекте. Так что в некотором смысле это такое место того далекого проекта, которому практически 9 лет. Также мы исполним произведение современного российского композитора Антона Танонова, которое, в некотором роде является все-таки переложением, потому что он написал концерт для Terminvox и струнных, и средняя часть была им отдельно выделена, транскрибирована для органа и Terminvox, и прозвучит гимн Антона Танонова. И вот у каждого есть любимый современный композитор, у меня современный любимый композитор — это Константин Яськов. Чью музыку я очень люблю. Ему лет 45 где-то, сейчас он живет в Польше, и по нашей просьбе он специально написал одно произведение для этого состава. Выслал его нам, так что сегодня мы впервые используем это произведение, которое он специально написал для этого органа, зная его ограниченность и нашего состава. Я буду сверху объявлять все произведения. Предлагаю вам выключить звук мобильных телефонов. Ну и сразу предупрежу, что это не простая музыка, это академическая современная музыка. Спасибо. Сейчас прозвучит Арво Пярт «Тривиум». Трехчастное произведение. «Тривиум» — это 3 свободных искусства из 7 свободных искусств. Произведение было написано в 1976 году.
Виктория Спариш, развитание. Константин Яськов, да светится имя Твое.
Сейчас прозвучит произведение Арво Пярта «Парий интервал». Оно было написано им в 1976 году, и оно было посвящено им смерти его отчима. И в качестве четверостишья к этому произведению Арво Пярт выбрал отрывок из послания римлянам. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господне».
Антон Танонов, гимн.
Арво Пиарти – шпигель ин шпигеле, зеркало в зеркале.
В конце нашего концерта прозвучит премьера Константин Яськов «Хвала новому дню».